Насколько у кого хватает денег, допустим. Можно свадьбу сделать, как вам сказать, веселую. Можно просто посидеть, чисто почитать дуа, чай попить и разойтись. Вот так вот, как бы. А вообще должна быть крымско-татарская свадьба веселой. Ну, как по старым обычаям, как раньше было, вот так и должно быть. Должна быть более традиционной, какое это было до этого. Без всяких помпезностей, которые приходят к нам из Кавказа. Между тем, что должно быть, и тем, что сейчас творится. Крымско-татарская свадьба, только вот когда делают не те крымско-татарские музыки, уже не то. Это не крымско-татарская, это получается интернациональная свадьба. Я даже не знаю, как играют в ресторанах с комфортом. Некоторые молодые одевают национальные костюмы, а потом одевают белое платье. Очень красиво, машалла. По-современному, я думаю. А традиции не нужно? Традиции по-любому. Чтить надо традиции. Ну, красивая какая должна быть еще? Ну, крымская татарская свадьба современная, она должна быть, ну, скромная, национальная, главное. Ой, затрудняюсь ответить, честно сказать. Ну, одет должен быть тоже свой. И, честно сказать, желательно, конечно, по-мусульмански. Современная крымско-татарская свадьба, которая сейчас проходит в ресторанах, она мне вообще не нравится. Наши обычаи теряются с этими современными крымско-татарскими свадьбами, а мне она должна быть, чтобы обычаи наши сохранялись. Как раньше, день у мужчины, день у невесты, день у мужчины, потом чагыртой через неделю, там всем родители, чтобы познакомились, родственники друг с другом поближе познакомились. Ну, конечно, и никах тоже обязательно должен быть. Все по нашим обычаям.